Право открыть памятник военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 годы, было предоставлено с абхазской стороны герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба, с российской – председателю Совета общественной ветеранской организации «Миротворец», генерал-лейтенанту Александру Ифтееву. Автор памятника миротворцам – российский скульптор Владимир Суровцев. Памятник миротворцам, открытый в Сухуми, это прежде всего символ нерушимости дружбы между Россией и Абхазией, сказал президент Рауль Хаджимба. Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто достойно нес службу в составе миротворческих сил, не пощадил себя во имя мира и спокойствия, подчеркнул глава государства. 117 российских миротворцев погибло в ходе принятия мер по пресечению действий террористических и диверсионных формирований. Грузия всячески пыталась скрыть от мировой общественности, что гибель миротворцев была напрямую связана с деятельностью бандформирований, засылаемых из-за Ингур, негласно поощрявшихся грузинским руководством. Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто достойно неся службу в составе миротворческих сил, не пощадил себя во имя мира и спокойствия. Заместитель председателя России Александр Хлопонин поблагодарил руководство и народ Абхазии за память о миротворцах. Прежде всего, конечно, хочется низко поклониться и сказать слова благодарности родителям, родным и близким наших военнослужащих, которые сложили голову, защищая мир на территории Республики Абхазия. Сегодняшнее событие, оно знаковое во всех смыслах, а то, что этот памятник сегодня стоит рядом с памятником воинам, защищающим нашу Родину в Великой Отечественной войне, где наши с вами отцы и деды плечом к плечу боролись с фашистским игом и вместе отстаивали свободу нашей Родины, это, безусловно, очень важное и знаковое событие. В послевоенной хронике значимым было событие, произошедшее 14 мая 1994 года, когда Абхазия и Грузия подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Сложные переговоры проходили под руководством специального посланника генерального секретаря ООН, однако значительную роль в правовом, военном и политическом урегулировании данного вопроса сыграла Российская Федерация. В конечном итоге стороны договорились о развертывании коллективных сил по поддержанию мира и стабильности. Основное тяжелое бремя ответственности на реализацию принятых решений легло на плечи российских миротворцев, с честью и достоинством выполнивших возложенную на них миссию. Официальная часть мероприятия завершилась торжественным прохождением военнослужащих Министерства обороны Абхазии 7-й российской военной базы. Рената Шакая, Станут Гожба, Абхазское телевидение.